Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Начало ноября порадовало жителей региона на редкость теплыми днями. Ранее синоптики прогнозировали температуру выше нормы в ноябре на большей части страны. Какими будут остальные дни этого месяца и вернется ли погода к своей обычной норме, мы узнаем у Татьяны Маршалик, начальника Якутского гидрометцентра. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. На сколько градусов выше оказалась температура в первую неделю ноября и какой была самая высокая температура? В первую неделю ноября на большей части территории температура воздуха, средняя температура воздуха была выше нормы от 5 и даже до 12 градусов. Это очень много. Очень много. Самая высокая температура наблюдалась у нас на юго-западе республики и на юге. 2-3 ноября до +5 в Алданском районе, до +2 в Ленском районе. И также 9 ноября с выходом очередного циклона наблюдались оттепели на юго-западе, то есть опять же в районе Витима, до +1 градуса. А вообще как складывается прогноз погоды, то есть основываясь на какие параметры? Вы знаете, за прогнозом погоды стоит работа большого количества людей, то есть это не один синоптик берет информацию и составляет прогноз. Каждые 3 часа по всей территории республики наблюдатели выходят на площадку и измеряют все параметры погоды. То есть и ветер, и температуру, и влажность, и давление, облачность, явление. Вся эта информация стекается в центр сбора данных в управлении, затем раскодируется эта информация и наносятся кольцевые карты погоды. То есть мы же знаем, что погоду определяют или циклоны, или антициклоны. Вот для того, чтобы узнать, где находится антициклон, для этого нужно на карту погоды нанести очень много данных. У нас 99 станций на территории республики. И тогда, проведя линии одинакового давления, называемые изобары, мы видим, где будет область высокого, где низкого давления. Вот. Но так мы делали прогнозы и в 90-е годы. Сейчас у нас возможностей уже больше, потому что мы используем численные модели, то есть прогностические карты и приземного, и высотного давления рассчитывают численные модели. Используя эти модели, мы делаем прогноз погоды. Но если сказать, что, например, численные модели высчитали, какая будет температура, моделей много, но последнее слово все равно остается за синоптиком, чтобы, проанализировав всю информацию, выдать действительно хороший прогноз с хорошей вероятностью. А каково было соотношение солнечных и пасмурных дней? Но так как погода теплая, а мы знаем, что теплую погоду у нас приносят циклоны, выходящие на нашу территорию, поэтому все-таки пасмурных дней было больше, потому что дней с осадками, вот если смотреть первую неделю ноября, дней с осадками было много. Выходит циклон, идет снег, и поэтому, естественно, что солнца было меньше, чем пасмурных дней. Ага, а много ли было дней с магнитными бурями? Вы знаете, мы за магнитными бурями не наблюдаем, это вообще занимаются другие институты геофизики. У нас есть гидрометобсерватория в Тикси, там стоят приборы, но мы этим не занимаемся. То есть мы наблюдаем за погодой, а за геофизическими явлениями наблюдают другие специалисты. А какими ожидаются другие недели ноября? Вы знаете, ноябрь, он будет разный. Он и начало ноября, и далее погода будет разная. Но так как давали месячным прогнозом у нас ноябрь на 1-2 градуса выше нормы, в принципе, так и идет погода, ход температуры. В ноябре вообще за последние 20 лет, вот мы провели небольшое исследование за последние 20 лет, то есть это 21 век, из 20 ноябрей прошедших, не считаем пока 21 год, потому что ноябрь только начался, 13 из них были теплые. То есть температура была выше нормы, и только 7 из них были близки к норме или немного ниже. Поэтому и ноябрь 2021 года мы ожидаем все-таки температуру выше нормы. И эта неделя, прошедшая неделя, значит, будет еще теплой. Мы ожидаем выход еще как минимум 2 циклонов на территорию республики, которые принесут также снежную погоду, ветреную по арктическому побережью. Значительный ветер такой до 23-28 метров в секунду. И повышение температуры.
повышение температуры в пределах до минус 1,6, может быть местами оттепели, но вторая половина текущей недели будет уже с понижением температуры. У нас будет восстанавливаться сибирский антициклон, отрог его на территорию республики и с ядром на Эмиконе. Кстати, 9 ноября мы отметили на территории республики первые 40-градусные морозы. Это как раз в Эмиконском районе, две станции Эмикон и Делинкир отметили температуру 41 градус. Но это опять же не говорит о том, что погода установилась, потому что на восток республики будут оказывать влияние циклоны, которые будут выходить с Приморья, значит, через Приморье на Камчатку и будут влиять на погоду нашего востока республики. А вот аномальная теплая погода в начале месяца влияет ли как-то вот на дальнейшую погоду? Вы знаете, такого прямого влияния не оказывает. Я просто, чтобы вот напомнить, в прошлом году, 2020 год, у нас был супер теплый ноябрь, который стоит сейчас особняком. Он занимает за весь период наблюдений первое место по температуре, по теплу. То есть самый теплый ноябрь за весь период наблюдений в Якутске был в 2020 году. Вот. И начинался очень теплым декабрь, и потом резко после 8 декабря установилась та холодная зима, которую мы помним все. Вот, то есть как бы теплый ноябрь, начало декабря еще не говорит о том, что дальше будет очень тепло. А вот все-таки какая зима будет в нашем регионе? Вы знаете, долгосрочные прогнозы мы не даем, потому что в свете даже вот глобального потепления, как все говорят, вообще потепления климата, погода вот из рамок выходит. То есть то, что мы раньше считали вот нормой, а сейчас как-то все получается чуть выше нормы. И вот такой закономерности, что обязательно, например, после теплого ноября будет теплый декабрь, вот такой закономерности прямой нет. Вот. Ну и есть такие сезонные прогнозы, это Дальневосточный институт нам считает такие сезонные прогнозы. Я посмотрела ноябрь, декабрь и январь. Ноябрь вот как раз выше нормы, а декабрь и январь температура в пределах нормы на большей части территории, то есть как бы аномального ни холода, ни тепла не будет, но и осадков тоже в пределах нормы. А будут ли частыми ветра? Вы знаете, когда есть циклоны, тогда и есть ветра. Вот будет циклоническая деятельность, то есть если тепло, то обязательно это ветер бывает. Солнечно и оттепели чаще всего бывают в теплом секторе циклона, когда он выходит, а далее проходят холодные фронты, за ними ветер, и поэтому если тепло, то обязательно бывает ветрено. А по количеству осадков? По количеству осадков, если тепло, то и осадков много. Вот знаете, в октябре очень много было осадков. Вот мы посмотрели, все время шел снег. Начало ноября тоже идет снег. Но из-за того, что тепло, вот высота снежного покрова, она как раз небольшая. Потому что снег оседает. Если бы было холодно, он бы уже становился. Снежный покров был бы в это время гораздо выше. А у нас сейчас вот на данное время 9-10 сантиметров в центральных районах. Это очень мало. На севере, конечно, больше. Рекордсмен здесь у нас значит, устье Вилюя. Вот, там до 60 сантиметров снега уже сейчас лежит. Ну и по северу 20, 30, 40 сантиметров. Вот. А влияет ли состояние погоды на изменение климата? Ну тут состояние погоды, как сказать, влияет. Климат вообще складывается из погоды длинных рядов наблюдений. Для того, чтобы вот конкретно сказать о потеплении или похолодании, нужно же не по одному году судить, и даже не по 10-20 лет. Это берется вообще весь период наблюдений. Если мы берем, например, взять 20 век и посмотреть погоду у нас в республике, да, погода 50-градусные морозы – это была норма. 60 и ниже в Эмиконском районе это было практически каждую зиму. В прошлом году вообще 50-градусные морозы появились после почти 20-летнего перерыва. Мы имели в Якутске в 1997 году минус 50 отмечали, и вот только в 2020 и 2021 год зима появились 50-градусные морозы. А высокие температуры в начале ноября могли ли стать следствием произошедших крупных пожаров?
Нет, я бы не стала связывать высокие температуры с пожарами, потому что уже к этому времени подстилающая поверхность везде одинаковая, то есть все закрыто снегом. Пускай где-то меньше снежный покров по высоте, где-то больше, но тем не менее подстилающая поверхность, она вся снег. И поэтому только выходящие барические образования определяют погоду. Циклон это или антициклон. Если антициклон, то ночное выхолаживание, днем солнышко. Если циклон, то это обязательно снег, ветер. И температура повыше, и ночное выхолаживание меньше. А хватает ли у нас метеопостов в республике, вот, чтобы давать точный прогноз погоды? Но, знаете, этот вопрос всегда задают, хватает или не хватает. Да, есть такие расчеты, когда по количеству территории, по площади территории высчитывают, сколько бы для хорошего прогноза нужно метеостанций. Да, у нас их не хватает. Но у нас их есть 99, ну, это довольно много станций. У нас есть и посты, и гидропосты. Вот. Но нам в помощь все-таки техника. Вот численные модели, которые обсчитывают, конечно, если бы постов было больше, и точность прогнозов, конечно, повышалась бы. Вот. Но и я все время еще раз к этому возвращаюсь. Как бы там численные модели не считали, сколько бы постов ни делали, все зависит от опыта синоптика. А изменилась ли система передачи данных вот, в связи с информатизацией? Конечно. Значит, у нас 43 труднодоступные станции вот из этих 99, те, которые находятся не в поселках, нигде, а именно находятся там, где вот, ну, тайга, можем так сказать, что поселки на расстоянии от 30-50 километров. То есть они оторваны раньше. Это была только азбука Морзе. И все, сейчас у нас практически везде установленная спутниковая связь, висаты системы, и поэтому у нас передают информацию по электронной почте. Вот. Практически уже вся сеть охвачена, значит, вот, спутниковым интернетом. Татьяна Владимировна, спасибо за беседу. Это была программа «Актуальное интервью», и поговорили мы о погоде в республике. Оставайтесь на нашем телеканале.